Кыргызский бизнес не дорос до ответственности. В столичном парке имени Панфилова произошел трагический инцидент. 19-летняя девушка упала с аттракциона, получив серьезные травмы. Как выяснилось позже, на скамейке, так назывался аттракцион, лопнуло сразу 2 ремня безопасности. По заявлению Госэкотехинспекции, парк Панфилова не проверяли с 2018 года, так как в стране действовал мораторий на проверки бизнеса. Однако, если вспомнить, то действие моратория заканчивалось 31 декабря прошлого года, а указ о его отмене был подписан главой государства 17 февраля. И у Госэкотехинспекции было как минимум 5 недель на то, чтобы проверить парк после зимней консервации. По словам заведующего отдела промышленной безопасности Госэкотехинспекции, они на протяжении всего времени действия моратория направляли предупреждения и рекомендации о важности соблюдения техники безопасности. Однако жалоб на парк не поступало, потому оснований для проверок не было. За последние 5 лет, к сожалению, это не первый несчастный случай, произошедший в парке Панфилова. В 2019 году в праздновании Ноуруза 19-летняя девушка упала с платформы аттракциона. Кроме этого, за это время в парке дважды фиксировали случаи пожара в 2019 и 2022 годах. Странно, что эти события не стали основанием для проведения проверки хотя бы 2 года назад. На данный момент, как сообщала администрация парка, мэрия приняла решение расторгнуть договор с ОСО «Детские развлечения». Оператор аттракциона был задержан, против него завели дело по статье «Создание угрозы для потребителей». Несмотря на то, что на кадрах камеры видеонаблюдения видно, что парень застегивает девушку, и все технические требования, как сообщила администрация, были соблюдены. По официальному заявлению, всю ответственность компания взяла на себя. Но почему такое вообще допустили и почему в стране не работает практика превентивных мер? Безусловно, в свое время введение моратория на проверки бизнеса было стратегическим решением, которое положительно повлияло на экономическую ситуацию в стране. Но, как показывает практика, бизнес оказался не готов к такой ответственности. И речь тут не только об аттракционах и развлекательных точках. За первые полгода 2024 года в Бишкеке было зарегистрировано 70 случаев пищевых отравлений. Учитывая неготовность бизнеса к самоконтролю, возобновление проверок звучит как хорошая новость.